часто встречаются в более ранних образцах материальной культуры. Да? В контексте XIX века, как правило, они дополняют основной рисунок, служат поддержкой вот этой формы изделия, да, формы рисунка. И в качестве отдельных самостоятельных украшений, скажем так, они используются в таких дополнительных элементах. Это у нас пронизки, которыми украшают две композиционных ряда. Да? Это верхняя основная часть, там, вот, например, цепочки нагрудного украшения, допустим, и вот нижняя часть — это подвески. И между ними, как правило, включают такие простые элементы. Это простая трубочка с простым орнаментом, чтобы не было перегруженности изделия. Вот. И на самих изделиях отдельно в виде украшений тоже встречаются, но бывает это в контексте XIX века, как я сказала, довольно-таки редко. Да? Перед нами шейное украшение Мойсеева. На данный момент это практически забытое украшение, которое было в XVIII-XIX веке. В течение XX века мы о нем забыли. И в последние годы только единичные мастера, единичные ювелирные фирмы начали восстанавливать это украшение. Но современные мастера делают его со сложным растительным рисунком. Здесь вы видите, что такой лаконичный орнамент. Да? Вот эти линии, зигзаги и точки, благодаря своей лаконичности, они хорошо вписываются в современный контекст, потому что жизнь сегодня, она подразумевает отход от сложности, от тяжести к более легкому, минималистичному образу. Да? Вот. И в целом такие, когда используется простой мотив, как на данном примере, то мы можем говорить о том, что это изделие, оно выдержано в более архаичной форме, и подобных изделий в контексте XIX века не очень много. Кроме того, вот зигзаги, линии и точки, как я вначале говорила, они служат бордюром, закрывающим орнаментом. В старину наши предки верили в то, что основной орнамент, который несет в себе основную какую-то благопожелательную силу, да, алгыс какой-то, он должен быть закрыт со всех сторон, чтобы злые духи не проникли в него, чтобы его очистительное, сакральные свойства, они не исчезли. Да? Поэтому, если вы будете внимательно следить за вообще принципом нанесения декора на якутских традиционных изделиях, вы увидите, что они всегда обрамлены чем-то. Да? И вот обрамление, оно всегда из простых геометрических фигур и линий бывает. Не бывает такого, что растительный орнамент, бордюр у него тоже растительный орнамент. Вот этим грешат современные мастера, и это делает изделие слишком сложным для восприятия. Это выглядит красиво, когда вы смотрите пару секунд, но для того, чтобы носить это изделие постоянно, на протяжении длительного времени, например, весь день, это довольно-таки сложно, потому что человек устает от сложности, человек устает от ярких слишком образов. Да? Поэтому психологический момент вы тоже должны учитывать в своем творчестве. Вот здесь тоже очень хороший пример, когда внутри основные орнаменты, они довольно-таки сложные, это растительные орнаменты криволинейные, да? Здесь мы видим вообще инициалы заказчика, скорее всего, да? И они все обрамлены, опять-таки же закрыты такими простыми узорами. И что характерно, опять-таки же, для якутского, не только ювелирного искусства, но и для косторезного дела, для резьбы по дереву, это то, что делали такие пустые линии, да? Они как раз-таки не допускают перегружения всей композиции. Вот. И следующий из таких относительно простых, да, орнаментов, это называется арочный орнамент, и считается, что это символ небосвода, древнейший символ небосвода, и его история, как считают историки, очень древняя, и пришла она в якутскую культуру еще со времен хунского этапа, да, очень-очень раннего этногенеза наших предков еще, да, даже не самих якутов. И тогда в хунской керамике и в якутских изделиях подобный узор используется для как раз-таки обозначения сакральности тех или иных предметов, потому что это символ неба. Небо, оно сакрально. Да? Например, здесь использовано в деревянном раструбе пенкелей, да, для
куда, ну, кожного сосуда, куда вливалось кобылье молоко и производился кумыс. Вот, так как содержимое этого сосуда было прежде всего предназначено божествам, оно должно было обладать сакральной чистотой и должно было сохранять эту сакральную чистоту. Да? Как раз-таки в раструб вставляли вот такое изделие, которое украшено арочным орнаментом. Да? То есть арочный орнамент здесь он символизирует чистоту того, что внутри этого сосуда. И то, что его содержимое не для простых людей, не для нижнего мира, а именно для верхнего мира, для божеств. Да? И здесь еще я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в якутской орнаментальной традиции есть понятие симметрии. Она бывает вертикальной, она бывает горизонтальной. Здесь видите, что она проходит по центру. Да? По центру есть узор, от которого вверх и вниз симметрично, ну, в данном случае зеркально, отходят два аналогичных узора. Да? И вот этот принцип симметрии очень часто повторяется во многих изделиях периода традиционной культуры. Здесь мы также видим арочный орнамент, но он у нас уже усложнен, да? Он дополнен другими элементами, которые тоже связаны с сакральностью. Вот эти маленькие квадратики, там 4, состоящие из 4 маленьких квадратиков, да, это как раз-таки символ солнца. Да? И вот внутри кружочков тоже квадратики, которые тоже символизируют солнце. Но к мотивам солярным еще с вами вернемся. Вот. И это сосуд кирилловый, который называется, да, аяха еще называют, ну, это от региона зависит. Как раз-таки сюда вливали вот этот кумыс, и хозяин первый отпив его, передавал его по рукам, и каждый должен был от него отпить, таким образом приобщиться к этой церемонии, да, церемонии отправления жертв богам. И поэтому этот сосуд, опять-таки же, исходя из орнаментации на нем, и исходя из того, что на нем есть металлические подвески, вот как раз-таки говорит о том, что это не просто сосуд, не на каждый день, а сакральный, специально для отправления ритуала используемый, да? Потому что металл, он тоже, звон металла призван защищать, оберегать от воздействия каких-то негативных сил. Вот следующий узор сарбынях ойюн называют, да? Стреловидный мотив, еще можно его назвать. Он тоже довольно-таки часто встречается. Он здесь вот на центральной части обуви, не на копье. Вот. И здесь, ну, исходя опять-таки же из того, что какой ассоциативный ряд приходит, да, когда мы смотрим на этот узор, это в виде стрел. Стрелы что означает? Они защищают, у них есть острие, да, и вот самая главная часть здесь – это наличие острий. И вот его многократное повторение в одном сюжете, да, это опять-таки же умножение. В якутской традиции, в том же Олонхо, есть понятие аллитерации, то есть это постоянное повторение одного и того же разными словами для усиления этого эффекта. Да? И вот похожее есть вот в якутской орнаментации тоже усиление одного и того же многократным повторением. Вот здесь тоже тот же узор стреловидный повторяется несколько раз, и он тоже служит обрамлением. Вот этот узор довольно-таки часто встречается в образцах XVIII века, в более раннем периоде, и в XIX, конечно, он тоже встречается. Но в XIX он уже приобретает такую, ну, второстепенную какую-то значимость, и он, как правило, вот, в обрамлении чего-то где-то используется как дополнительный элемент, но у него вот защитные функции такие, магические, скажем так, придавали наши предки. Вот это вообще часть колчана. Нет, не колчана, это научье, да? Чехол для лука. Понятно, исходя из сложности орнаментации, вообще из техники, которая использована, что это не просто лук, это церемониальный, опять-таки, парадный лук. Его не носили каждый день на охоту, да? Его именно использовали для каких-то парадных выходов. И нужно было показать статус владельца сложностью орнамента, да? И сложностью техники вообще производства и изделия, и орнаментации, конечно же. Вот. Ну и здесь тоже, мы вот разговаривали про симметрию, здесь тоже несколько раз повторяется эта симметрия. Да? Вот под второй нижней стрелкой видите, там вот квадратики, кресты, да?
они разделяют условно на две части, на верхнюю и нижнюю. И вверху и внизу 2 раза повторяется один и тот же узор. Узор сам тоже имеет такую вот структуру, да? Деление вертикальное и горизонтальное, то есть оно тоже имеет симметрию. И это в целом очень характерным является. Далее вот такой стреловидный мотив, он встречается в женских шубах. Вот сзади, например, видите, вот это образец конца XIX века, там современная работа, да, работа современного мастера. И здесь на спине эти стреловидные мотивы опять-таки же призваны защищать носителя своего со спины. Считалось, что со спины человек менее всего защищен, потому что у нас нет глаз за спиной, мы не видим, что происходит, мы не видим, кто на нас смотрит, да, и какой у него взгляд, добрый либо злой, какие у него могут быть помыслы, поэтому считают, что человек со спины должен быть многократно защищен. И вот эта защита, она вот, например, в контексте женского костюма несколько раз опять-таки же повторялась. Первое, это вот на шапке, вот белая часть шапки же есть, он где рысь, да, наверху вот на черно-белой фотографии, она обязательно должна была быть сшита из меха хищных животных, то, что называется тынрхтахтуна, да, то есть вот агрессивные хищные животные. То есть оно должно было вот этим защищать. И тут здесь уже понятие из анимизма это происходит. Да? Далее на спине идут вот эти металлические подвески, то есть они своим звоном тоже должны защищать человека. И потом на бедрах вот эти стреловидные мотивы опять-таки же должны были своими остриями защищать человека. Если мы говорим о женщине, то это защита ее лонов прежде всего, да? Потому что женщина в традиционном обществе ценилась прежде всего своим репродуктивным успехом, да? И поэтому защищать место, где зарождается жизнь, нужно было представление XIX века обязательно. Вот. И узор Илюн Харавай, ну это просто сетчатый мотив, он отдельно встречается в 17-18 веке. Ими украшают отдельно кольца, вот как раз у меня такое кольцо, например, браслеты, нагрудные украшения, вот вместе точек бывает там сетчатый узор, да? А вот в контексте XIX века он опять-таки же становится дополнительным узором, дополнительным, который его опять-таки же призван защищать. Вообще, почему в якутской культуре большинство узоров считались именно несущими защитную силу, потому что это было вызвано высокой смертностью. Средняя продолжительность жизни людей была 40 лет, да? 40-30 лет. И люди очень часто умирали от болезней, женщины умирали от родов, была очень высокая младенческая смертность. То есть их условия жизни диктовали подобное восприятие мира, да, что нужно защищать себя всеми возможными способами. И поэтому большинство орнаментов, большинство украшений, большинство элементов одежды, если мы смотрим с семантической точки зрения, такой магической символики, да, то они все должны были защищать этого человека, что его жизнь могла быть как можно более долгой. Вот, и здесь вот этот орнамент сетки, он опять-таки же как сетка, да, невод. Что он делает? Он не допускает проникновения рыбы вот дальше в это пространство. Он собирает всю эту рыбу, да, и по этой же аналогии эта сетка собирает все плохие помыслы, всех злых духов, которые хотели бы проникнуть внутрь этого орнамента условно, да. А так как орнамент здесь у нас связан с продуцирующей силой растительной, да, то есть для того, чтобы было много детей, много скота, много богатства, то вот этот орнамент, это благопожелание нужно запечатать, закрыть, да, и поэтому используем такой узор. Так, вот то, о чем я вам говорила, когда он используется самостоятельно. Это браслеты, хоть и начала XIX века и сделаны из серебра, но они в целом по своей форме и по своему декору, они вот точно такие же, как были в 17 и 18 веке. Здесь изменился только материал, да? И вот в старину сетчатый орнамент, он был таким вот самостоятельным украшением, самостоятельным орнаментом мотива. Вот, дальше тамалай ою, орнамент в виде неба, да, наверняка тоже часто встречали. Это вот такие вот по направлению вверх или вниз, такие вот, углы, скажем так, да. И они тоже часто встречаются в обрамлении какой-то непростой одежды, непростых украшений, да. Как правило, это обрядовая
часть. Например, перед нами седельный коврик для пса, да, и шуба хотойдохсон. Да, и тот, и другое изделие, они связаны со свадебной обрядностью и тоже были такой серьезной частью обряда и серьезной частью вообще ритуала отправления самого этого ритуала свадебного того же, да, потому что свадебный ритуал, он тоже состоит из множества элементов, которые призваны защищать жизнь и благополучие молодоженов. Не только молодоженов, но и их семей. Например, было очень много обрядов, связанных с тем, чтобы девушка, уходя из семьи своих родителей в дом мужа, не унесла с собой счастье этого дома. Да? И там множество предохранительных разных ритуалов было. И ее одежда, конечно же, тоже должна была нести в себе подобную силу. Вот хотойдохсон, шуба с орлом, она очень часто описывается как именно свадебная и ритуальная, да, и считается, что она, вообще ее история очень сложная и не до конца изученная, долгое время считалось, что она, изучалась по материалам XIX века, но в последние годы во время археологических исследований найдено уже несколько образцов шуб, которые датируются и XVII, и XVIII веком, да, то есть это очень древняя шуба. И вот орнамент, мотив тамалей-ойю довольно-таки часто встречается в этих шубах. Про орнитоморфный мотив мы чуть позже с вами поговорим. Вот, то есть тамалей-ойю опять-таки связан с сакральностью. Да, и здесь споры есть по поводу, что оно конкретно означало, но все исследователи все равно сходятся в том, что это связано с сакральной чистотой, то есть для того, чтобы сохранялась эта чистота. Вот, и самый массовый, наверное, да, вид орнамента – это солярные символы. Они встречаются повсеместно, везде, в разных формах. Просто мы не всегда их воспринимаем как солярные символы. Символами Солнца являются любые обозначения в виде точки, круга и креста. Неважно, друг с другом они по отдельности повторяются или единично встречаются. Да? Вот все, что здесь нарисовано, это все символы Солнца, символы восходящего Солнца, садящего Солнца, говорит о зените находящегося, по ходу Солнца, против хода Солнца и так далее. Да? И в зависимости от контекста, от конкретной культуры, они там могут какие-то специфику свою иметь, но всегда это символы Солнца. Да? Вот здесь, например. И опять-таки же, исходя из того, что Солнце могло означать для древнего человека, пусть даже 19 век, но для нас, жителей 21 века, это все-таки древность, да? Это Солнце дает нам жизнь. С Солнцем приходит весна. Да? Мы даже сейчас, несмотря на наличие этих софитов и так далее, зимой мы с вами все-таки впадаем в уныние, потому что мы не видим Солнце. Да? И весной, когда день удлиняется, каждый из нас как будто пробуждается заново. Представьте, что вы живете в 19 веке. Без электричества, без интернета, без Wi-Fi, да? И, конечно же, Солнце для вас будет иметь особый смысл. Вот, и поэтому символом Солнца очень часто украшали вообще любые изделия, будь это конское снаряжение, какие-то бытовые предметы, украшения, одежда и так далее. Да? Вот, и ювелирные, деревянные, кожаные, вообще без разницы. И Солнце здесь подразумевается как символ жизни и плодородия. Вот здесь тоже в этих серьгах многократно повторяется один и тот же мотив, символ Солнца. Но здесь мы видим, что он два вида имеет. Да? Вот наверху это в виде креста, он еще усилен перекрестиями со всех 4 сторон. Да? И внизу там в виде лепестка. Кажется, что это цветок, но опять-таки же сначала мы смотрим на форму, которая лежит в основе этого орнамента. Это крест. Любой крест – это символ Солнца, как мы с вами говорили. А здесь тоже похоже вроде бы на цветок, да? но это символ Солнца, опять-таки же. И там тоже крест и тоже символ Солнца. То есть в одном изделии он может повторяться в разных видах. По поводу этого узора тоже все мы его знаем, много раз встречаем и среди современных образцов. Да? Есть определение как символ рога барана, символ скотоводческой культуры и так далее. Но опять-таки же в основе всех этих узоров лежит крест. То есть изначально это солнечный символ, и потом он уже дополнен
завитками, которые действительно напоминают рога барана или еще кого-нибудь, опять-таки же, исходя из контекста, да, и они могут быть интерпретированы так. Но опять-таки же в основе сначала лежит крест. То есть изначально это солнечный орнамент, солярный символ, и потом он приобрел несколько другие черты. Ну, тут как пример, да, как использование солярного символа в других материалах, в бересте, например. Это колчан, тоже кожаное изделие, очень лаконичное, да, 18 века, но вот использование креста здесь, это не связано с христианством, например, это дохристианский период, здесь оно обозначает именно солнце. И, конечно же, наш любимый, самый узнаваемый, самый спорный и востребованный узор бейсхар, то, что сейчас называют, да, в ювелирном деле он очень часто встречается, на украшениях, особенно мужской одежды современной часто встречается. Вот. И опять-таки же надо понимать, что сначала это крест, это символ солнца, а потом уже все остальное. Все остальное придумали мы с вами, жители 20-21 века. Да? И тут уже вопросы скорее к нам. А почему же вы так считаете? А не почему так считали наши предки. Это только наше с вами видение этого орнамента. Да? И об этом орнаменте очень часто встречается. Я хотела вам сказать то, что изначально орнамент, вообще вот этот элемент вот в виде квадратика, да, который там на правой стороне, он нес в себе очень простую функцию. На правой стороне борта шубы находились петельки, которые крепились прямо на поверхности борта. И для того, чтобы закрыть этот технический шов, сверху пришивали такие квадратики. Они могли быть в виде круга. Вот на завязках шапок они часто бывают в виде круга. На одежде в 17 веке в виде круга бывает. Но в 19 веке они становятся в виде квадрата. Видимо, так было удобнее. Удобнее вырезать квадрат равномерный, чем круг, наверное. Да? Ну или другая какая-то логика была. И они изначально закрывали вот этот технический шов. И были только с одной стороны. Постепенно, опять-таки же, с понятием симметрии, видимо, они появляются на обеих бортах одежды. И они бывают не только на мужских, то есть наоборот, они были большей частью на женской одежде, но потом постепенно перенеслись и на мужскую одежду, а сегодня они в таком виде вот подразумеваются даже некоторыми как именно мужской символ, как украшение именно мужской одежды, хотя изначально у него была совершенно другая история. И так можно говорить практически о каждом орнаменте. Вот здесь вы видите пример, да? Здесь как раз таки вот, так как это одежда уже конца 19 века, здесь уже поменялось, где находилась пуговица, где петля. Здесь петля оказалась на левой стороне борта, но вот эти квадратики остались на правой стороне, да? И они вот как раз таки являются отголоском того, как изначально располагались эти украшения. И на поверхности этого квадрата, исходя опять-таки же из формы квадратной, да, как правило, наносится узор, который соответствует этой форме. Обращайте, пожалуйста, свое внимание на форму основного изделия, на которое вы наносите узор. Среди работ современных мастеров очень часто видно, что форма одна, а содержимое совершенно другое. И это создает дисбаланс. Да? Это тоже, на первый взгляд, вроде бы красиво, неплохо, да? Но со временем, чем дольше смотришь на него, создается, вот понимается, отсутствие гармонии, дисбаланса. Да? Вот старые мастера, потому что они работали, делали изделия один раз и навсегда, потому что они дорожили своим именем, их было не очень много, и каждое имя было на слуху, они все-таки очень ответственно подходили вообще к построению всей композиции. Да? Но сегодня дело другое, но тем не менее, мне кажется, именитые мастера, на то они именитые, что они обращают внимание на такие детали и стараются не перегружать все изделие, сохраняя как раз этот баланс. Вот. И самые популярные — это криволинейные растительные узоры. Криволинейные узоры, они вот встречаются опять-таки практически на любых ювелирных изделиях, на деревянных сосудах, на берестяных изделиях и на одежде, конечно. Да? И здесь тоже нужно, исходя из того, что же означает растение, какова его смысловая нагрузка. Да, растение, оно из семечки вырастает в огромное дерево, скажем так. Да? И тут опять
читать. То есть это пожелание разветвляться, приумножаться, увеличиваться. Да? Это, исходя опять-таки из контекста, если это свадебная обрядность, это благопожелание молодым иметь много детей, стать основоположниками целого рода, да? Потому что главная ценность в XIX веке это была новая жизнь, да? Это были дети. Дети всегда ценились превыше всего. Если мы говорим о другой составляющей свадебного обряда, это еще и пожелание иметь большое хозяйство, стать богатыми людьми, потому что одно без другого быть не может. Да? Лучше, когда у тебя есть много детей и много возможностей прокормить всех этих детей, вырастить их всех здоровыми людьми, чтобы они тоже создали свои огромные семьи. Вот, ну, это актуально остается и до сих пор. Вот, и поэтому растительные орнаменты, они вот в основе лежит именно это благопожелание, это символика. И что характерно для растительных орнаментов, они, как правило, не заканчиваются. Да? Часто можно встретить, что они идут в круг, у него нет начала и нет конца, вот как уроборос, да? Если он линейный, ну, откуда-то начинается, там с одной стороны браслета оборачивается, другой приходит, все равно вот эта конечная часть, конец ствола, скажем так, все равно заканчивается на завязи. Никогда не бывает так, что он просто взял и закончился. То есть намек на будущее продолжение истории всегда остается. И здесь тоже видите, что множество завязей из одной ветви идет. Да? А здесь опять-таки же, здесь несколько раз повторяется растительный орнамент в виде круга и в виде вот уходящего вверх. Как правило, растительные орнаменты не бывают расположены вот по направлению вниз. Да? Если это вниз, то обязательно кто-то идет вверх. То есть если мы говорим о такой симметрии, да, вверх-вниз, зеркальной симметрии, но, как правило, они всегда идут либо вверх, либо по кругу, либо линейно, да, в каком-то направлении. Вот. Ну и этнографы считают, что в растительном орнаменте, особенно в виде вот яровитного орнамента, распустившегося дерева, вот как раз-таки показаны образы идеального мира. Да? Идеальный мир, на взгляд Ягуты, это там, где вечное лето, там, где нет зимы, всегда все растет, все цветет, все приумножается, и все очень яркое и красивое. Да? Страна первозданной красоты, вот та, которая воспевается Волнхот. Вот. Ну, опять-таки же, как я говорила, то, что они идут, как правило, ну, в каком-то направлении. Да? И это вот часть, например, нагрудного украшения калджи. И здесь видите, что опять-таки в центре есть основа, от которой по две стороны симметрично выходит растительный орнамент. Вот здесь тоже растительный орнамент криволинейный, ну, в виде вот букв «С». Да? Иногда говорят, что это собаки, грызущие кости или еще что-то. Тут разные трактовки есть, исходя из региона, но как для нас они считаются все-таки растительными орнаментами. И вот орнаменты, которые вот наверху, вот в двух полосках верхних, да, именно такое, ну, скажем так, воплощение этого орнамента, это довольно архаично. Вроде бы знакомый орнамент, да, но среди образцов XIX века вы редко найдете подобное именно воплощение, потому что это очень архаично. И, видимо, если вы это видите в XIX веке, в контексте XIX века, то это делали мастерицы, которые вот из поколения в поколение передавали свое мастерство, и поэтому помнят какие-то древние мотивы, древние образцы. Это очень красивое изделие, это на лосиной рабдуде сшито под шейным волосом оленя. Представьте, сколько труда требовало производство подобной обуви. Это мужская обувь, да, очень красивая, очень статусная вещь, которая сразу, посмотрев на него, человек понимает положение этого человека. Это не просто человек, да, это особенный человек. Вот, и поэтому и сложность орнаментации, и способы его нанесения, они указывали, кроме вот магической функции, да, которая подразумевалась, они еще были указателями статуса, социального статуса человека. Богатый человек не может носить то, что есть у всех, то, что очень просто сделать. Да? Особенно если мы говорим о каких-то парадных выходах. Да? У него всегда будут какие-то сложные, не повторяющиеся, эксклюзивные вещи, и эта эксклюзивность повторяется в орнаментальных мотивах также. Но это не значит, что это вот совершенно что-то новое, дизайнерское, авторское. Да?
как правило, это прочтение известных, но немножко в другом, ну, может быть, трактовка там усиления какого-то отдельного элемента и так далее. Но это зависит от мастера и заказчика. Ну, здесь тоже берестяной сосуд с растительным орнаментом. Вроде очень простой, но, тем не менее, обладающий своим обаянием, скажем. Вот здесь очень сложный растительный узор, тоже просто орнамент в виде волны, от которой две стороны расходятся к победе. И, как видите, победе они один из другого исходят, и они не заканчиваются. Да? То есть везде есть намек на продолжение. Вот. Из растительных мотивов такой вот самый поздний, наверное, да, это вот орнамент в виде цветка. Современные мастера, современные декоративно-прикладное искусство, скажем так, называют его сардана, линия, да, ну это вот наше такое название, скажем так. Вот, и цветов, этот узор на самом деле встречается довольно-таки редко, только в образцах самого конца XIX века, даже начала XX века. И это один из тех образцов, который был перенят с русской народной культуры, да, потому что его довольно часто можно встретить в архитектурных решениях, чуть ли не со времен Средневековой Руси. Да. И вот, перейдя в якутскую традицию, он уже начал обладать собственным смыслом, да, потому что мы не слепо копируем что-то из другой культуры, мы копируем только то, что нам нравится, то, что подходит под нашу культуру, и то, что в этой культуре обретает какой-то нужный именно в данный момент смысл. Да? И в контексте якутской культуры, как правило, они связаны с созидающей силой женщины, да? Потому что цветок, она тоже как женщина. Есть период, когда он бутон, когда распускается, когда цветет, когда увядает. Да? И вот такой цветок – это символ вот такой расцветшей женского возраста, скажем так. Да? И некоторые исследователи полагают, что подобные украшения могли быть предназначены не для невесты, которая вот 16 лет только выходит замуж, да, а уже для матерей, семей, для хозяек, больших хозяйств, усадеб и так далее. Да? Вот. И встречается оно практически, по-моему, только в ювелирном искусстве, в серебре. На кладке сёдел бывает, на браслетах и на других изделиях. Вот на дерево он крайне редко встречается, на бересте он не встречается вообще никогда. Вот. И здесь еще по поводу расположения узора. Да, вот недавно мы беседовали с работниками одной ювелирной компании, и тоже и они, и я поделилась наблюдением тем, что вот на браслетах белок узоры в старину располагались, вот если вы надели браслет, вы на него смотрите, и он на вас смотрит прямо. Современные работы, вот пройдите по ювелирным магазинам, да, у меня есть такое частично хобби, частично часть моей работы, ходить по ювелирным магазинам и рассматривать, кто что делает. И сейчас, если вы посмотрите, узор располагает наоборот. То есть, когда этот узор не для меня, когда я смотрю на свой браслет, а на то, чтобы на него смотрели другие. То есть здесь уже мы говорим о том, что поменялось наше восприятие украшений. В старину украшения нужны были для человека, потому что они его защищали, они его оберегали, и они предназначались для его глаз. А сегодня мы хотим, чтобы по украшениям нас оценивали. Смотрите, у меня вот это, у меня тут такое нарисовано. Смотрите, любуйтесь, оценивайте меня. Да? То есть тут мы говорим о совершенно разных восприятиях украшений. Вот, мотив мирового дерева, об этом я вскользь упоминала в растительном, он встречается в разных воплощениях. Это вот простейшее, но опять-таки же здесь мировое дерево, потому что оно очень подходит под форму самой подвески. Да? Здесь оно тоже трапециевидное, то есть оно, как правило, вписано в форму самого изделия. Это вот накосное украшение, например. Да? Но мы видим здесь по стилю, что оно не совсем якутское, да? Что оно сделано под влиянием европейской культуры, наверное, может даже из иранского мира, мусульманского мира. Да? Вот. И вот образ аллукмас, он может быть и в таком виде. То
То есть не отдельное дерево, а вписанное, например, в данном случае мировидный мотив. Но они всегда означают одно и то же. Это мировое дерево, да, которое произрастает в 3 мирах, соединяет все 3 мира и держит весь мир в гармонии. Вот. И в целом мировидный мотив – это вот самый многократно встречающийся мотив. Во всех культурах Евразии мы не имеем монополии на него, у всех народов он есть. Он по-разному трактуется, но что его объединяет, он есть, как правило, у скотоводческих народов и связан со скотоводчеством. Да? И здесь, по мнению многих исследователей, это воплощение именно понимания богатства в скотоводческом мире. Да? Потому что, опять-таки, вспомните сюжеты фольклорные, легенды о богачах, разных улусов республики. Всегда есть такое, что вот у него было настолько много скота, он был настолько богат, что из его дома, усадьбы, коровы там все еще выходили, а там в 5 километрах находится озеро, они до туда уже дошли, да? То есть это настолько длинная цепочка, что он заполнял озеро молоком, озеро там кефиром, либо еще чем-то, да? То есть всегда богатство оценивалось не в количестве зерна либо денег, да? А всегда в количестве скота. И даже в голодные годы богачи не забивали скот для того, чтобы сохранять его количество. Они предпочитали голодать и есть там растительную пищу, чем забивать скот и есть мясо. Вот. И поэтому вот Тёгыр и Егор считается, что это опять-таки же символ такого плодородия, богатства в скотоводческом хозяйстве, да? Чтобы есть же такое, пусть стада твои будут тучными, да? Вот такое пожелание. Вот. Другое использование его в контексте якутских традиционных серёг, опять-таки же, сегодня поменялось. Да? Вот посмотрите на эти серьги. Это серьги конца XIX века, середины, может, XIX века. Считается, что это вот традиционные, настоящие, трушные якутские серьги, которые чуть ли не со времен Эляя носили якутские женщины. Да? Но это не совсем так. Подобный тип серег появляется только в XIX веке, даже в XVIII веке нет таких серег. Вот. Ну и другой вопрос, то, что сегодня мы воспринимаем его как символ женщины. Да? С этим, да, можно согласиться. Действительно похоже на женщину в высокой шапочке, в платье, что там у нее висюльки вот нижние, это вот оторочка ее платья, да? Но здесь сложно согласиться с сомнением, которое сегодня существует, что количество висюлек что-то означает. Некоторые говорят, вот у этой женщины там 5 детей, потому что 5 подвесок, да? Что она беременна, потому что у нее внутри там зависть, подвеска, да? Здесь, перед тем, как окунуться в рассуждение по поводу интерпретации подобной, нужно опять-таки же вспомнить вообще традиционную якутскую культуру. В якутской культуре не принято подсчитывать что-то хорошее, да и плохое. Да? Начнете считать скот, он у вас будет сокращаться. Начнете считать свои деньги, они у вас будут сокращаться. Начнете считать количество смертей, они будут увеличиваться. Да? То есть у нас такое двоякое отношение к подсчетам, если есть табу на, не есть было, табу на вообще подсчет чего-нибудь. Будет ли женщина считать своих детей при том условии, что вы живете в XIX веке, когда ваши дети могут умирать каждый день? То, что у вас сегодня есть 10 детей, это не значит, что у вас завтра будет 10 детей. И будет ли женщина с количеством своих детей ходить в людях с угрозой еще потерять какую-нибудь подвеску в иррациональном мире XIX века? Насколько это возможно? Согласитесь, что это вообще невозможно. Так что количество подвесок никак не связано с количеством скота, детей и так далее. Да? Подвески здесь, вообще в якутских украшениях, призваны защищать своим звоном от злых духов, от духов болезни, особенно уши, потому что считалось, что через уши, например, бездетным детям богиня может внедрить душу ребенка, да, поэтому уши должны держаться в чистоте, имеется в виду в сакральной чистоте, да? Физическую тоже никто не отменял, конечно. Вот. И то, что вот душа обитает в ушах человека,
и поэтому тоже уши несут в себе сакральность. Да? Вообще уши — это отверстие, да, открытое, через которое в тело могут проникнуть духи болезни, и поэтому они должны были быть защищены. В старину мужчины тоже носили серьги, и носили даже не 2, а по несколько штук. Да? Так что перед тем, как смело интерпретировать, нужно вспомнить истоки, да, и вообще соотнести, насколько это было возможно. Ну и к тому же надо сказать, что платья с оборками, вот с Байбара, который мы так любим, появляются только в 20 веке. В эпоху, когда было сделано серьги, таких платьев просто не существовало. Так что это мы так видим, но не они. Да? И об этом нужно помнить, когда вы смотрите на старинные изделия. Вот, и лировидный мотив здесь, ну, который здесь уже с трудом прочитывается, да, здесь все-таки больше похоже на какой-то антропоморфный, действительно, да. Здесь тоже, если мы говорим, что это лира, оно все равно связано с плодородием, да. И здесь, даже если мы говорим, что это женщина, то тоже связано с плодородием. Потому что вообще серьга вот с нижней подвеской в старину, она была символом того, что эта женщина находится в своем фертильном возрасте. Да? И она действительно находится в том возрасте, когда она может принести еще потомство. Со временем нижняя часть подвески снималась, ее дарили там дочери, внучки, невестки и так далее, передавалось из поколения в поколение. Но это опять-таки же вопрос интерпретации. Если это серьга моей бабушки, то я никак не могу там вытянуть какие-то подвески, потому что у меня другое количество детей из кота. Да? Даже исходя из этого, подобная трактовка, она не совсем верна будет. Вот. И лировидный мотив очень часто встречается в конском убранстве. Опять-таки же это скотоводческое хозяйство, и именно лошадь была символом якутского богатства. Даже не корова, а лошадь. Да? Что настоящий якут — это тот, который держит конный скот, плюс к рогатому. Да? Вот. И здесь тоже вот чапраки часто использовали свадебные обрядности, и здесь тоже и изготавливались очень часто как раз-таки для свадебного обряда, для вот убранства лошади невесты, да? И здесь они тоже благопожелания, процветания рода, да? Что вот пусть у вас будет много детей и много скота тоже, конечно же, да? По поводу процветания рода тут надо сказать, что надо помнить о том, что наши сегодняшние ценности, они не были такими же ценностями в XIX веке. Да? Люди меняются, жизнь меняется, наши взгляды на жизнь меняются. В XIX веке, как я говорила, главной ценностью было большое количество детей. Вот. Ну и здесь очень красивое лаконичное изделие, где тоже использован вот лировидный мотив в верхней части, ну и внизу вот такой вот в виде сердца мотив использован, да? То есть у него вообще разные применения может быть. Вот. И в целом лировидный мотив, он связан со множительностью, с множительной функцией. Мы говорили, что это плодородие, да? И вот это, например, накосное украшение. Волосы в этнографии вообще многих народов, да, они тождественны опять-таки же с плодородием, с деторождением. Да? Чем больше волос, чем гуще коса, тем больше детей родит эта девушка. Поэтому она хорошая невеста. Ну, это самая простая логика. Да? И поэтому украшения для кос тоже украшались соответствующими узорами. Да? Тут не солярный символ, не лимхарава, не какой-то другой, да? А именно лировидный мотив. И они очень часто встречаются. И опять-таки же тут многократное повторение, опять-таки же соответствует вот магической семантике волос, что оно тоже многократно умножает. Да? Волосы, кстати, умножают не только хорошее, но и плохое. Видимо, исходя из этого, например, в погребальной обрядности косы срезали. Да? Очень часто женщин, которых я нахожу, во всяком случае, бывает с очень коротко стриженными волосами, для того, чтобы, опять-таки, чтобы эти волосы не умножали вот отрицательную, плохую силу тоже, да, негативную силу. Они должны приумножать только хорошее. И поэтому в погребальной обрядности с волосами особое обращение бывает. Вот, Лынахою тоже сегодня, одно время он был как-то незаслуженно забыт, сегодня он вновь возвращается, скажем так. Наверняка вы это тоже замечаете. Во многих разных вообще изделиях он бывает. В покрытии берестяных жилищ, в этих
в дверцах Апахчон часто встречается. Да? Опять-таки же, почему именно в берестяном жилище? Потому что роса берестяная была только у скотоводов. И она напрямую зависела от богатства этого скотовода. Да? Поэтому она вот символ как раз-таки скотоводческого богатства. И украшения это тоже. И опять-таки же наряду с леровидным мотивом, они очень похожи между собой, да, действительно. И это, видимо, все-таки другая трактовка того же леровидного мотива, что по символике, что по своему внешнему виду, она тоже связана с плодородием. Обратите внимание, где нанесены эти узоры, на груди изделия, да, и вот на той стороне, вот внизу находящиеся элементы, они были на бедрах расположены, да, то есть, опять-таки, что связано с продуцирующей силой, да, опять-таки, с функцией плодородия. И вот на Хсапою его другие, немножко другие формы, скажем так, да, они встречаются на кумысной посуде, вообще для молочной пищи, не только кумысной, и они опять-таки же показывают богатство. И здесь вот по орнаменту и по наличию металлических поясков тоже мы видим, что это не простая посуда, да, она для совершения ритуала. Вот такая тоже, тот же унахою здесь бывает. Вот Бирою это вот, наверное, такой очень спорный и, даже не то чтобы спорный, он малоисследованный и как-то незаслуженно обойденной стороной. Возможно, опять-таки же, исходя из того, что он редко встречается, но я такую вот конкретную трактовку этого узора у ученых я не встречала. Да? У краеведов, у любителей есть множество разных трактовок, но именно чтобы было с аналогиями и так далее, нет. Но некоторые говорят, что это связано опять-таки же с здоровьем и так далее. Но я, например, знаю, что засуженные почки медведя, других животных использовались не только в лечебной магии, а вообще в защитной магии. Да? Так что здесь тоже это может быть связано с защитным направлением, скажем так. Вот здесь тоже многократно повторяется на календаре Бирою, но внутри тоже у каждого находится зависть, да, тоже связано вроде бы и с растительным мотивом. Вот Сюряхою орнамент в виде сердца, но у нас он расположен наоборот в виде перевернутого сердца, да, тоже очень часто встречается, особенно в одежде, но чаще всего в одежде. Украшение рукавиц бывает, на конских чепраках бывает. И тоже исследователи считают, что связано с любовью, с любовной энергией, магией, да? Но опять-таки же больших исследований по этому поводу не было, поэтому утверждать что-то сложно. Вообще на самом деле в орнаментальных мотивах тоже на самом деле очень много не изучено. Вот здесь качем вы видите, да? Тоже орнамент в виде сердца, от которого спускаются разные побеги. Вот там навершие шапки, опять-таки же. И вот любили этот мотив, но не то, чтобы он встречается часто. Да? Вот, и заключительные такие сложные символы, это, например, зооморфный мотив. Зооморфные мотивы, они бывают разные, и они, как правило, очень древние. В XIX веке они практически вообще исчезают, останутся только связанные с лошадью, с культом коня. Но мы до них дойдем. Из древних тут образцы 17-18 века, например, тут лев, изображение львенка на украшении, да? Там вообще полностью снятые с морды рыси, волка встречаются, да, использование в шапках. Это уже украшение 19 века внизу, это кончик носа лисы, да? То есть такие вот элементы встречаются. И они тоже связаны с анимизмом, конечно же, прежде всего, то есть с верой в то, что все обладают душой, да, и что, нанося на себя его символы, часть его тела, нося на себе, либо храня где-то в своем пространстве, мы перенимаем их функцию. Да? Лев он какой? Вы не думаете, что в 17-19 веке якуты не знали льва? Они не в изоляции жили, они прекрасно все знали, да? Сюда все поставлялось, торговлю, обмен контактами и так далее вообще никто не отменял.
Вот. И лев считался самый сильный среди зверей, и он служит, конечно же, оберегом. Больше всего оберег нужен кому? Детям. И вот этот оберег как раз-таки с детского платья. Да? Вот. Волк тоже каким семантическим свойством обладает. Да? Умный, сильный, хищный, мощный. Соответственно, носящий его мужчина тоже принимает какие-то его вот эти функции. Да? Ну, лиса. Что лиса? Она хитрая, да? Она символ дикого мира, символ леса, символ чего-то первозданного, да? И поэтому тоже бывает хранителем больше женским. И в некоторой литературе я встречала, что это связано с деторождением, что это оберег беременных женщин. Но объяснение пока я не нашла. Возможно, когда-нибудь оно найдется. Вот, ну и как я сказала, из таких самых долго сохранявшихся, это вот разные символы лошади. Лошадь в якутской культуре вообще она тоже считается, что очень древний, из вообще древнейших времен в памяти, через много-много разных поколений наших предков оно дошло, вплоть до наших дней, до 21 века, да? И вот как раз мотив сдвоенных конских голов считается самый древнейший, да, что он еще восходит к индоарийским временам. Вот если вы прочитаете работу Анатолия Игнатьевича Гоголева, тогда символами солнца были два близнеца, которые катались на двух запряженных двумя конями колесницах по небу. Один из них символизировал закат, другой восход, да, и благодаря им солнце восходило на горизонте, проделывало свой путь и садилось. Да? И поэтому лошадь вот с древнейших времен считается символом солнца. Да? Джугегей тоже у нас символизирует, иногда встречается эпитеты кюн джугегей тоян, да? То есть кюн, солнце с ним все равно связано. И лошадь, само божество лошади, оно дарует не только лошадей, конный скот и богатство человеку, оно дарует очень сильных, отважных, смелых мужчин. Да? Считается, что они им дарованы. И другой мотив, который встречается, обозначение невесты как серебряные лошади. Юринкамисат, да? То есть это иносказание невесты. Так называют невесту, защитное иносказание. Вот. И в свадебной обрядности, например, есть, когда девушка уходит из своего дома, взамен невеста оставляет кобылу жеребенком. Этот подарок называется «Ого эмнугар кюреркеги», да? То есть подарок, за которым вы будете смотреть вместо своей дочери. То есть тождественность кобылы и женщины, да? Кобылы и лошади. Ну и здесь это восходит еще другому пласту, к женским божествам. Например, мы знаем о том, что Айгыт, богиня плодородия, спускается на землю в виде кобылицы, да? Нельзя ее напугать, например. Нужно было бежать 3 раза вокруг Серде, когда ее провожали и так далее. Да? Есть еще легенда о том, что вообще первый человек родился от небесной кобылицы, да? Молочно-белого цвета, которая спустилась с верхнего неба, родила вот получеловека, полуконя, а от него родился уже первый человек. То есть якут имеет происхождение от кобылицы. Да? И поэтому эта символика на самом деле очень древняя, очень интересная и тоже на данный момент не до конца изученная, скажем так. Ну вот и подобный вот мотив сдвоенных конских голов встречается вообще везде. Это вот не якутские, это вообще вот Южная Россия, Кавказ и так далее. Но мотивы всегда будут одни и те же, потому что они очень древние. Вот, и вначале мы с вами говорили про орнитоморфные символы, мотив орла, и здесь вот из орнитоморфных именно орел часто встречается, да? Потому что это божество тотем, один из главных тотемов вообще якутских родов, в частности канкаласских родов, но в целом, видимо, орла за его красоту, силу и так далее ценили все группы якутов, да? И вот нанесение на ритуальную шубу Умылаусон, Охудайляусон, Бейстрейляусон, там по-разному его называют, тоже не зря, что со спины человек тоже должен быть защищен и защищен самой сильной птицей, да? Главой всех птиц. И вот эти шубы, они входили в часть свадебного комплекса, как я сказала,
сказала. И именно в такой шубе, шубе сарлон, шаман мог камлать, если у него не было под рукой своего вот специального кафтана для камлания. Да? В одном из погребений шаманов, например, у него в ногах была обнаружена точно такая же шуба. То есть у него была и свой кафтан для камлания, и была шуба сарлон. Ну, то есть этот вопрос тоже требует дальнейшего изучения. Ну и последнее, самые поздние символы нашего уже 20 века, да, когда нужно было построить образ, это уже такой, ну, несколько заказные работы, можно было сказать, нужно было построить образ советского севера, да, советской Якутии, что же здесь подразумевается, и это образы, объединяющие вообще понятие север, да, без этнической какой-то принадлежности. Это красоты севера в виде стерхов и оленей, да, их благородство, и все равно их семантическое значение было понятно и читаемо вообще для каждого. Но раньше просто нельзя было напрямую вот в таком вот в реалистичном виде наносить в контексте традиционной культуры что-либо, да, только шаман мог такое делать. Ну, 20 век он носит свои коррективы, и такие реалистичные изображения животных, они вот начинают встречаться. Сегодня это уже классика, история якутского ювелирного дела, и они вот, особенно вот эта левая часть, да, потому что она вот серьга сохраняет вот эту форму, да, традиционную, но внутри есть мотивы, тут либо олени, либо стерха бывает, да. А вот та работа уже поздняя, современная, как мы видим, это из того, что это просто фигуры, находящиеся, ну, в пустоте, скажем так, да, что не характерно для традиционной якутской культуры. Да, можно сразу посмотреть на них, сказать, что это работа, ну, даже конца 20 века, наверное. Вот. И сегодня даже вот эти элементы уже трактуются по-другому самим обществом. То есть общество, как правило, само вырабатывает какие-то необходимые для его существования, для его комфортного существования, какие-то образы, которые он хотел бы видеть, символику сам вырабатывает. Да? Это не тот сидит и насаждает, вы должны сделать, понимать это как-то так. Да? А общество само вырабатывает. Ведь, например, сегодня подобные серьги уже там, покупателями иногда интерпретируется так, что почему всегда один стерх? Он что, одинокий? Я не хочу быть одинокой. Нужно, чтобы их было 2. И теперь, если вы посмотрите внимательно, у многих ювелирных компаний есть серьги, там, где в каждой серьге 2 стерха. Вот. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что каждый из нас, который что-то творит в контексте декоративно-прикладного искусства народов Якутии, должен, конечно же, соблюдать свое авторское видение. Да? Творчество, оно должно быть обязательно. Но всегда нужно изучать истоки, потому что это неиссякаемый источник для вдохновения. В нем есть множество символов, множество мотивов, которые еще не раскрыты, которые еще не изучены. Все, что мы видим в магазинах, это большая часть только 19 век, а есть еще 18, 17, вплоть до 10 века. Да? То, что еще сегодня не совсем изучено, не совсем еще воспроизведено. И вот как раз вы, молодые, будете заниматься этим. И при этом нужно не забывать об истоках и все равно, конечно же, творить что-то свое. При этом нужно помнить, что традиция, она должна быть параллельна с новшеством. Да? Нельзя говорить о том, что это все старое никому не нужно, нужно только развиваться. Нет, традиции как раз-таки помогают нам идентифицировать себя как принадлежащим к определенному региону, к определенному этносу, чувствовать себя частью истории, частью чего-то большого. Да? И это ответственность. Она придет, возможно, не сразу, но с годами любой деятель этого процесса, художник, дизайнер, мастер, работающий в декоративно-прикладном искусстве, с годами все равно приходит к тому, что традиция, она должна быть, и что ее надо изучать. Спасибо вам.